60-летию научной и преподавательской деятельности Агдаса Хусаиновича Бурганова. Сегодня я сразу вам могу сказать, что у нас будет следующий формат. Мы с вами сейчас заслушаем доклад Агдаса Хусаиновича Бурганова. Он на него попросил 30 минут. Затем будут выступления. Мы вам покажем небольшую нарезку, буквально несколько минут из фильма, который был посвящен Агдасу Хусаиновичу Бурганову. И после выступлений, которые тоже предполагаются, здесь будет концерт. Это вокальный класс под управлением Бориса Алексеевича Тужилкина. Поэтому я очень надеюсь, что вам будет интересно послушать, так сказать, выступления студентов, посвященные Агдасу Хусаиновичу Бурганову. Агдас Хусаинович мне очень хорошо знаком, не только как человек, с которым я 30 лет уже работаю в одном высшем учебном заведении, но и как человек, который прошел большую жизненную школу, к которой мне удалось прикоснуться. Вы знаете, по образованию Агдас Хусаинович юрист. Диссертации его исторические, они посвящены нашей отечественной истории, довольно сложным проблемам. Агдас Хусаинович написал книгу по философии собственности. Он экономист. Но мне кажется, что главное его призвание – это все-таки философия. И, собственно говоря, сегодня об этом будет идти речь. И многие скажут о том, что сделал Агдас Хусаинович в науке, вообще просто в истории мысли, в осмыслении России и его исторического пути. Но мне кажется, что некоторые критические, может быть, отзывы о его идеях, о его работах связаны с тем, что люди, которые его критикуют, все-таки еще не прожили 90 лет. Тот Монблан, на котором находится Агдас Хусаинович, та огромная ноша опыта и положительного, и не очень-то положительного, дает ему возможность взяться за самые трудные проблемы существования общества, существования человечества. Агдас Хусаинович всю жизнь думает о том, что же хорошо, а что плохо в жизни общества, в жизни России в первую очередь. И надо сказать, конечно, он не поэт, который воспевает достижения. Он говорит о том, что, на его взгляд, нужно улучшить в нашем обществе. И вот эта книга, которую я пока не вижу здесь, но я знаю, что Агдас Хусаинович собирался вручить ее многим из присутствующих. И, наверное, мы это еще сегодня успеем сделать. Она посвящена и 90-летию Агдаса Хусаиновича, и она же является сборником его очень важных и новых, и не самых новых трудов. Вот Сергей Сергеевич, директор нашего издательства, спасибо ему огромное, он помог издать вот эту замечательную книгу, о которой я сейчас говорю, которую вы, я уверен, посмотрите, и презентация, которая одновременно сейчас с празднованием 90-летия Агдаса Хусаиновича мы и, собственно говоря, тоже на кафедре предполагали провести. У Агдаса Хусаиновича много интереснейших мыслей. И полчаса, которые последуют за моим выступлением, будут посвящены этим мыслям. Но я сейчас хотел бы вам сказать, что Агдас Хусаинович придумал замечательную теорию. Насколько эта теория близка к жизни
насколько мы будем двигаться в том направлении, которое Агдас Хусайнович предусматривает для общества, для человечества в целом. Ну, наверное, мы с вами каким-то образом будем свидетелями, туда мы пойдем, не туда. Но я уверен, что если мы пойдем по этому направлению, то Агдас Хусайнович, как ученый, как мыслитель, конечно, вписал себя, можно сказать, в целом в историю человечества. Он предложил общесоциологическую теорию, теорию кооперации. Я хотел бы вам буквально несколько фраз зачитать из той книги, в которой это его предположение, это его гипотеза, это его пожелание, это его научное открытие, прогноз опубликованы. Все живое приходит в мир, когда биологически кооперируются женская и мужская особи. Человек входит в борьбу и сотрудничество с природой, организационно кооперируясь с себе подобными. В одиночку он просто не выживет. Человеческое общество и есть социальная кооперация ради взаимной выгоде людей. Удел и счастье человечества в претворении в жизнь, от ступеньки к ступеньке, ввысь и вширь теории кооперации. У человека нет иного пути, кроме движения к социальному совершенству, аналогу внутреннего совершенства матери природы, его сотворившей. И, может быть, величайшая миссия Организации Объединенных Наций в том и состоит, чтобы на основе интеллектуальных достижений последнего времени инициировать начало всемирной кооперации, которая и только она одна может решать задачу упразднения, отчуждения человека от самого себя, прямого или наемного рабства, от себе подобных в своем обществе, нации, а затем и в других обществах, нациях, государствах. Каждый человек превращается по своей ментальности, озабоченности благополучием своего кормильца, всей планеты и всех ее людей в гражданина мира, с одной стороны, с интеллектом, скрепленным нравственностью, с другой, защищенного всем человечеством, избавленного от беспредела суверенных государств, всю историю заполнивших бесконечными войнами со своими и другими народами, на службе которым поставивших святая святых науку. Будущее человечества во всемирной кооперации, рождаемой цивилизацией собственников. Я думаю, Агдас Хусайнович еще эту мысль, может быть, разовьет. И вот заключение, в котором Агдас Хусайнович подводит некоторые итоги. И очень, по-моему, важные. Я тоже хотел бы вам зачитать 2-3 фразы. Мои мысли, книги, в целом мой труд в течение более 70 лет сопряжены прямо и непосредственно со страной, с Россией, которую я считаю русско-татарской, по меньшей мере на протяжении почти 9 столетий. Основание к тому, во-первых, многовековая история завоеваний и оккупации русскими и татарами друг друга. Во-вторых, масштабность взаимопроникновения, взаимодействия русских и татар, территориально-бытовое, производственное, культурное и даже языковое со стороны татар поголовное знание русского языка, сблизившие эти народы психологически, в значительной мере и по обычаям. Итак, я утверждаю, невзирая на то, что православная церковь и правящие классы во всей своей истории промышляли насильственным ассимилированием и даже истреблением не поддающейся ему части цвета татарской нации. Ибо мерзопакостники, независимо от ранга и мировоззрения, приходят и уходят, а страна, а Россия остается. Я желаю ей быть и процветать во веки веков. Она моя родина, средоточие моих дум, печалований и пусть и редких, но мигов счастья. Я хотел бы сказать, что Агдас Хусайнович действительно подводит итоги своих размышлений. Он отвечает своим оппонентам, которые обвиняли его в том, что он не любит Россию. Но вы знаете, на самом деле, наверное, люди, которые критикуют, которые пытаются что-то улучшить, может быть, любят предмет критики больше, чем те, кто, так сказать, какие-то половецкие пляски организовывает по конкретному поводу.
Дорогие друзья, я надеюсь, что присутствующим уже здесь студентам стало интересно, ну а тем взрослым, ученым, деятелям науки, государственным деятелям, которые здесь присутствуют, уже хорошо знакома манера научная, общественная Агдаса Хусаиновича. Поэтому я очень надеюсь, что предстоящие полчаса доклада Агдаса Хусаиновича всем нам будет очень интересно выслушать. И я предоставляю слово почетному профессору РГГУ, доктору исторических наук, профессору Агдасу Хусаиновичу Бурганову. Я буду рассказывать, уважаемые коллеги, уважаемые гости, друзья, родичи, о квинтэссенции моей научной деятельности за 60 лет. Как оказалось, всю научную жизнь я писал одну книгу, направленную на решение главной ключевой проблемы России как национальной идеи. На моем сайте доклад оформлен как философическое письмо. Я пытаюсь расшифровать философский камень бытия человека, человечества в целом. Проблема не из легких, поэтому прошу набраться терпения, ибо некоторая занудность изложения неизбежна. Доклад состоит из 3 разделов. Первый – социальный отбор и государство. Исходные посылки. Бытие человека определяется, регулируется не только и не столько законами естественного отбора, сколько социального отбора, законами социального отбора. Поскольку человек обречен жить в так называемой второй природе, созидаемой им самим, ему природа почти ничего в готовом виде для жизни не дает, а она не может предоставить ему абсолютную полноту благ, неизбежно формируется конкурентная среда. Она родила собственность, которую наделила священной неприкосновенностью. Социальный отбор означает определение человеку места в социуме, социальный статус, означающий меру доступа к благам, к собственности, от наличия, отсутствия которой зависит роль человека как субъекта развития или объекта эксплуатации, как раба той или иной ипостаси, физического или наемного, и их оправдывающего статуса раба Божьего. Решающую роль в социальном отборе играют источники саморазвития человека, их практическая задействованность, чтобы человечеству стать дееспособным и самодостаточным. Источники саморазвития подразделяются на внутренний и внешний. Внутренний – это творческий инстинкт, интеллект, вырабатывающий необходимые умения, знания, вкупе в рыночных условиях составляющие интеллектуальную собственность. Второй – внешний источник – средства выживания, развития, материальная собственность, вечная, капитал. Обе эти формы собственности взаимообусловленные, в одиночку малоспособные к реализации. Интеллект на рынке труда, второй на внешнефинансовом рынке капитала. Слабость обеих ведет к наемному рабству человека.
На этот термин обратите внимание, я его буду часто вспоминать, потому что я себя и вас, конечно, хотя бы, может быть, кто-то будет и не согласен, считаю наемными рабами. Преуспевают те государства, которые добиваются, содействуют, не мешают развитию источников саморазвития каждого своего гражданина. И наоборот. Вот Россия в числе стран, в которых наоборот. До начала 20 века Россия, как говорится, худо ли, бедно ли, но развивалась эволюционно, постепенно преобразуя часть своего народа в субъектов развития, до третьего общества. Были субъекты развития собственники. Для нормального, без катаклизмов социальных развития, как показывает мировой опыт, нужно, чтобы 2/3 общества была собственнической. Революции 5-17 годов и имели целью ускорить развитие России в этом буржуазном направлении. Но социалистическая контрреволюция 1918 года прервала этот процесс. Движение России развернулось вспять. Государство взяло на себя противоречащую его природе функцию, по сталинской формулировке, названную хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной. Она, эта функция, имеет целью компенсировать лишение народа источника его саморазвития. Народ из субъекта развития преобразуется в объект эксплуатации в статусе наемного раба. Этот статус не изменился и перестройкой, и последующими реформами с вполне определенной тенденцией к люмпинизации значительной части нашего народа. Россию, по сути, вернули в социально-экономическом отношении государственно-монополистический капитализм конца XIX – начала XX веков. Он сейчас представлен, этот капитализм, государственной собственностью, управляемой бюрократией, и олигархическим капиталом. В последующем развитии человечества, уверен, состоится всемирное сособственничество граждан мира на мировое богатство. Единственно реального пути ко всечеловеческому благоденствию без голода и войн на экологически чистой планете Земля. Тогда никому не удастся всемирные достояния типа озера Байкал загаживать испражнениями друга властей, олигарха Дерипаски, или оставлять леса страны бесхозными, якобы природно горящими, для передачи их собственникам, которым нравится властям. Проблема проблем в нашем человеке, в массовом обывателе. Правящая бюрократия испокон веку, возможность приглашения рюриков, руководствуется формулой «кадры решают все», означающее «все решает властная бюрократия». Сколковский вариант создания в помощь государственной бюрократии технократического, научно-исследовательского и внедренческого центра из Петровско-сталинского теста авторитарной модернизации, не меняя сути государства, скакнуть к благим результатам европейской цивилизации. В тоталитарных государствах это на первых порах дает некоторый успех, а затем рано или поздно завершается крахом. Октябрь 1917 года, перестройка 80-х, 90-х годов, ярчайшие тому факты образцового порядка свидетельства. Второй раздел – познание человеком самого себя и становление человека с большой буквы как задача. Альфой проблемы является гегелевско-ленинский тезис о внутреннем противоречии как законе бытия всего сущего. Его двигатели
или, как я говорю, двигатель внутреннего сгорания. Непонимание того, что общество жизнеспособно лишь при наличии в нем естественных внутренних противоречий, вынуждает власти в качестве скрепляющего общество фактора создавать искусственные внешние противоречия, противоположности, которые выдвигаются на передний план, инициируются войны внутренние и внешние со всеми и всех видов. Это во-первых. Во-вторых, разбойно-безбожный коммунистический режим не сумел понять ленинскую перемену всей точки зрения нашей на социализм, не познал мироздание научно, как следствие саморазвития природной и социальной материи, за что и поплатился. Пора социальную жизнь разуметь адекватно ее природной сути, не игнорируя того, что в ее основании, с самого ее начала, свободный человек-творец, а не раб любой ипостаси. Каждый человек, и в первую очередь родимые человеки, граждане своей страны, не уповая на импорт мозгов, как это пытается решить сколковскую проблему нынешняя власть. К сожалению, есть такая манера – мерить других на свой аршин. Правящий класс свою интеллектуальную ущербность примеряет и к народу. А у народа мозгов пока немало, но нет в нем достаточно мощного класса собственников, делу которого они нужны, эти мозги. К сведению властимущих, российские народы по своей природе намного лучше сегодняшних, ставших таковыми вследствие многовековых усилий их господствующих классов, грозных царей, людоедов-генсеков и прочих мерзопакостников, промышлявших оскотинением своих подданных, продавая целыми деревнями, повросе группами, истребляя их цвет в бесконечных внутренних и внешних войнах, гноя в тюрьмах, лагерях и так далее и тому подобное. По этой же причине народ сегодня политически недееспособен, и его интеллектуальные достижения остаются в туне. Подтверждение тому – кончившие пшиком, созданные советами научные городки с вполне определенной целью изобретения невидимой мощи силы ради победы всемирного коммунизма. В этих городках работали талантливые ученые, и было много ими сделано открытий. Беда в том, что это не меняет ситуацию в обществе. Сколково не минит той же участи. Неужели это невозможно понять? Сколько модернизаций еще надо провалить? Провально 3. Сдается мне, что на повестку дня мировой общественной мысли вновь стала проблема познания философского камня бытия человека. Философский камень бытия России обнаружится в социальной модернизации, преобразовании нашего человека из наемного раба в самодостаточного гражданина с полноценными источниками саморазвития. Без этого никакой модернизации не будет. Общество, составленное в абсолютном большинстве из пролетариев физического и умственного труда, с господствующим классом монополистического капитала, представленного бюрократией и олигархами, противник любой модернизации, ибо этот класс по своей природе заинтересован в статус-кво. Это во-первых. И во-вторых, не позволять человеку иметь полноценные источники саморазвития, мешать им проявиться и действовать равносильно опущению человека до уровня животного, то есть его оскотинению, поскольку при этом исчезает главное его, как Творца, отличие от скотины. Пришло время человека вообще, россиянина в частности, освободить от оскорбительного шествия с момента рождения до скончания своего века по дорогам жизни с протянутой рукой. Дай детсад, дай школу, дай больницу, дай работу, дай пенсию, дай клочок земли для сокрытия праха. Дай. А государство или иной его хозяин
дает ему оставшиеся объедки после насыщения утробы своей и своих челядей. Человек должен проходить по земле как хозяин, и вот тогда она расцветет во всей красе. Третий раздел. Историко-логическая справка вместо заключения. Первое. Гегелевское величайшее открытие в науке логики о внутреннем противоречии как корне всякого движения и жизненности помогло Ленину понять, что признание противоречивых тенденций во всех явлениях и процессах природы и духа, и общества в том числе, есть условие познания всех процессов мира в их самодвижении, что при ином подходе к развитию всего и вся остается в тени самодвижение, его двигательная сила, его источник, его мотив, или сей источник переносится вовне, Бог, субъект, etc. Недавно освещали икону на Спасской башне. Рядом стоял наш президент, усердно молился и говорил, что Россия обрела защитника дополнительного в лице этой иконы. Вовне, вот Ленин об этом писал в 15 году. Тогда как при познании в них противоречивых тенденций главное внимание устремляется именно на познание источника самодвижения. Ленин таким образом гегелевскую диалектику распространил на познание источника развития всего, от которого источника четко отделил сверхъестественного Бога. Я попытался напомнить интеллектуалам и политикам о том, что в научном обороте имеется подзабытый ими гегелевско-ленинский философский тезис о внутренних противоречиях, рождающих саморазвитие всего сущего. Я его применил к человеку, указав конкретно на наличные и возможные в рыночной экономике у него источника саморазвития, совокупность которых в случае их задействованности в массовом масштабе составляет источник прогресса общества. Другого источника прогресса просто нет. Другие в застое, в коем пребываем, скажем без особого преувеличения, вечно. Вооружаясь истиной аксиоматического свойства, с моей точки зрения, утверждающей, что человек – творец, единственно потенциальный субъект развития всего сущего на Земле, человечество овладевает альфой и омегой бытия. Это истина, всем истинам истина об искомом человечеством философском камне, преобразовывающем человека с протянутой рукой объекта эксплуатации раба в субъекта, человеческое звание которого звучит гордо. Второй вывод. Некогда человечество пыталось решить свои проблемы поиском философского камня, умножающего количество золота. Химия не могла решить эту задачу. Тогда буржуазия, не мудрствуя лукаво, развела частно-собственническую рыночную экономику из начального этапа развития, который сама вышла. Но гири на ее ногах стали непрерывно расширяющиеся ряды нищенствующих пролетарских масс в период первоначального накопления капитала и империалистического монополистического капитализма. Последний коммунистами ошибочно был принят за завершающую погибельную стадию его бытия. Кстати сказать, в общем и целом правильно понятой западноевропейской социал-демократией в лице Бернштейна, Каутского и других, но отвергнутой марксизмом-ленинизмом. У капитализма уже в конце 19-го, начале 20 века стали проявляться мощные внутренние силы, рождаемые противоречиями рыночной экономики, Адам Смитовская невидимая рука которой в конечном счете обеспечила победу демократии. Большевики предложили и стремились реализовать прямо противоположную,
капиталистической экономики, отрицая закон преемственности в развитии всего сущего, коммунистическую, государственно-централизованную плановую экономику. Она оказалась хищнически эксплуатирующей природные и людские производительные силы, лишая последних источников саморазвития. Потому и приказала долго жить. Нынешний поиск философского камня бытия человека, как по-настоящему разумного существа, уверен итоговый. Он в самом человеке, с его источниками саморазвития, для расцвета которых созданы все материальные и общественные условия. К сожалению, нет готовности в духовно-интеллектуальной сфере. Особо важной в ней нет веры человека в самого себя и, соответственно, доверия ему со стороны общества и государства. Вся недолга в понимании того, что только он, человек, субъект сбережения и развития жизни на Земле. Такова квинтэссенция всей моей научной жизни. В опубликованном на сайте варианте доклада есть еще один раздел, в котором я рассказываю о моем житье-бытие в большой науке, Голгофе. Кавычки, конечно. Рассказывать о нем сейчас не буду. Все-таки мои коллеги сегодня организовали мне торжество, а там не все торжественно. Кому интересно, добро пожаловать на мой сайт. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, сейчас есть возможность выступить любому из присутствующих в зале. Если у вас есть желание, вы можете послать записку сюда, или просто поднять руку, или просто встать и что-нибудь сказать. Но у нас уже есть выступающие, которые предупредили заранее, что они выступают. И первому я хотел бы предоставить слово профессору нашей кафедры, замечательному педагогу, автору великолепных книг для студентов и для их учителей, очень интересному и талантливому человеку Григорию Григорьевичу Водолазову. Пожалуйста, Григорий Григорьевич. Так, уважаемые коллеги, мои юные друзья-студенты, я хотел вот сегодня на вас проверить одну вещь. Не ошибся ли я? Дело вот в чем, что некоторые мои коллеги, которые давали анализ деятельности Агдаса Хусаиновича и раскрывали его научные концепции, педагогические, прочитав мои заметочки, очень маленькие, импрессионистские, субъективистские, вот в вышедшей книге, в зелененькой, попрекали меня. Попрекали, понимаешь, говорит, что ты легковесно выступил. Очень коротко, импрессионистски, зафиксировал какие-то внешние детали, да, но отделался какими-то пустячками. Вот вы знаете, мне-то кажется, я хочу вот на вас проверить. Мне-то кажется, что через эти пустячки мои многие грани вот деятельности, личности Агдаса Хусаиновича видятся иногда не хуже, чем научный разбор его трудов. И вот я хотел бы так 4-5 таких кусочков привести вам и чуть-чуть прокомментировать. И вы скажете, ошибся я или нет. И в скобочках еще замечу, что в общении с Агдасом Хусаиновичем, когда мы друг другу посылаем статьи, книги, просим откликнуться, мы обычно избегаем пафоса. Понимаете? Или пафос мы смягчаем всегда, иронией, самоиронией, шуткою. Это тоже наложило отцвет на мои вот такие мозаичные кусочки. Итак, вот первый.
Всего 3 строчки. Этот кусочек называется «Агдас». Вообще-то он Агдас Хусаинович. Но вы слышали, чтобы Сократа называли Сократ Сафронискович? Тут нет никакой фамильярности. Мудрецов называют только по имени. В общем, Агдас. Маленький кусочек. О чем здесь? О том, что Агдас Хусаинович, он не просто ученый, не просто педагог. Вот в его деятельность я бы обозначил мудрец. Причем сократовского разлива. А мудрец что такое, в отличие от ученого? Он черпает знания, в первую очередь, не из книг, не в кабинетной работе, а из самой гущи жизни. Вот оттуда он исходит. И оттуда обобщая, он поднимается к теоретическому уровню, и потом с теории опять вот туда, в гущу жизни. И отсюда так оригинально он строит фразы, так общается со студентами, так говорит. Ну, вы помните, как Сократ очаровал Платона, и вернее повернул Платона. Когда он встретил Платона, 20-летнего юношу, спешащего на рынок покупать на пирушку там какие-то вещи с корзинкой, слугой, Сократ подошел к нему и спросил: слушай, ты не знаешь, где приобрести мясо, масло, хлеб? На рынке, быстро ответил Платон. А справедливость? И вот тут Платон остановился. Переворачивается вся мотивация деятельности. Мясо, масло, молоко вначале или все-таки справедливость? Платон остановился и задумался, и Сократ сказал: пойдем, я тебе покажу, где. И вот Агдас Хусаинович, у него такая манера общения со студентами, с преподавателями. Вот последний пример. Встречались мы со студентами первого курса. Ну, мы все говорили в основном то, что надо говорить. Вот вы должны то-то, студенты, вы должны учиться, там, конспектировать, посещать и так далее. И выходит наш местный Сократ, Агдас Хусаинович. Он что говорит? Студент говорит: учитесь, а мы будем контролировать. А он говорит: вы знаете, я вам советую, старайтесь заставить учиться профессоров. Как это? Что это? Что у нас профессора такие неучи? И затем он поясняет: дело-то в том, у нас университет великолепный, профессора отличные, они много знают, вы своими вопросами вытягиваете из них знания, ходите, спрашивайте. Но вместе с тем, я знаю, ваши вопросы будут выходить за рамки наших знаний, профессорских и моих, в частности. Так вопросами своими заставляйте нас, профессуру, учиться. Вот, и вся речь его состояла из таких глубоких парадоксов. Пустячок номер 2. Называется он так, кстати, следуя сократовской иронической традиции, называется он так: «Я знаю, что ничего не знаю». Сидим в парилке астраханских бань, что на проспекте Мира. Ну, в бане ни чинов, ни орденов, в чем мать родила, все равны. Обстановка располагает к откровенности. Агдас с легким доверительным прищуром, дескать, только вам с профессором Красиным, вон, профессор Красин сидит, подтвердит, вам поведаю, а вы уж не вздумайте кому рассказывать. А я вот взял и вздумал, и рассказываю, пусть все знают. Итак, Агдас нам доверительно. Я ведь ничего не знаю. Вот написал «Философию собственности». Ну, толстая книга в зеленом переплете. Сейчас мы выйдем отдышаться в предбанник, и он нам с Красиным подарит по экземпляру с какой-нибудь шутливо мудреной надписью. Так вот, философию собственности, а я ни философии я не знаю, ни экономики, ни истории, ничего. Какой я философ, экономист, историк? Техникум ветеринарный закончил до войны. Хорошо еще, что не кулинарный, серьезным видом комментирую я. Да, соглашается Агдас, это было бы уж слишком. Ну и ветеринарный, не Академия Платона. Потом уж после войны какой-то заочный юридический институт, да и то экстерном. Ужас. И все. И заливается беззвучным смехом. И я хохочу вместе с ним. Но погоди, Агдас. А как же расцитированные тобою Адам Смит, Давид Рикардо, Маркс, Гегель, Макс Вебер, Кейнс? Ну это же немного сверх программы ветеринарного техникума.
А как же Иван Ильин, Николай Бердяев, Маркуза, Сартр, Камю, наконец, которого ты так оригинально препарировал? А эти столбцы твои цифр, экономические схемы и таблицы, да вспомни и Маркс, гениальный это Маркс, да у него же диплом юриста. А Герцен, настоящее образование – это самообразование. А Писарев, получив университетские дипломы, эти свидетельства профессионального кретинизма, мы только тогда и начали учиться. Ну, не знаю, лукаво искрится Агдас. О чем это? Да вот, мои дорогие студенты, это вот о чем. Университет, конечно, дает знания, но имейте в виду, вот у Маяковского есть такое четверостишее. «С простыней от бессонницы рваных срываться, ревнуях Копернику. Его, а не мужа Марьи Ивановны, считая своим соперником». То есть, если вы хотите соревноваться с кандидатом экономических, исторических наук мужем Марьи Ивановны, вам хватит университетских знаний. Но если вы хотите соревноваться с Коперниками, если вы хотите вывести свой уровень анализа на коперниканский уровень, тут других учителей берите себе. Тут берите всемирных гениев. Сократа, Платона, Гегеля, Маркса. Вот кого ученики-то потащил к себе Сократ и Агдас Хусаинович. И будучи их учеником, он, учась на них и вместе с ними, становится их равноправным собеседником. Пустячок номер 3. О недостатках. В прошлый раз подарил Агдас Хусаинович очередной свой опус. Ждет реакции. Начинаю сурово и серьезно. Неплохо, Агдас. Но у тебя есть один, но очень существенный недостаток. Настораживается. Да? Какой? Понимаешь, начинаешь тебя читать, и невозможно оторваться. А время-то на чтение, сам знаешь, мало, а тут полночи на тебя убил. Оба хохочем. Агдас счастлив. О чем этот пустячок? Да о том, это тут вся философия научного творчества Агдаса Хусаиновича. Научная книга, теории должны быть интересными, захватывающими. Все жанры хороши, кроме скучных. Он не воду в ступе толчет, эти категории друг с другом связывает. Он решает вопросы, которые интересны человеку. И он интересно пишет, с примерами, отвлечениями. Да. Вот о чем этот пустячок. Пустячок номер 4. Называется «Если хочешь жить долго». Вот вы сегодня в фильме увидите, Валерий Владимирович к нему обратился с вопросом, как вам удается к 90 годам, ну смотрите, он же и как говорит, как пишет, как вам удается так быть таким долгожителем с такой. И он там отвечает, но он там не все сказал, вы увидите. Вот главного он не сказал, и я вам сейчас прочту. «Если хочешь жить долго». Не знаю даже, как рассказать такое. Слово-то уж очень нехорошее. И Агдаса оно вроде как-то не красит. Но уж если писать о нем правду, то до конца. Агдасу 90. И глаза ясные, как у сокола молодого. И мышление быстрое, резкое, и за словом в карман не лезет. И книжек, статей за последнюю свою пятилетку, сколько накатал, и все по делу, оригинально, остро. И на женщины так молодецки поглядывает. Ну как же это так? Ну как же такое возможно? А ты знаешь, делится он со мной, все мои враги-недруги, они все давно подохли. Все до единого. Ну, вы понимаете, какое слово тут меня покоробило. И он обычно деликатнейший, интеллигентнейший человек, знает, что об ушедших не принято так говорить, но тут уж не может сдержать себя. Ведь на 25 лет в духовный карцер был законопачен. Куда там ваш граф Монте-Кристо? И вот видишь, говорит он, я жив. А они все, и еще раз 100 словцо. И не случайно все это. У подлецов, у них отвратительная, губительная жизненная аура. Они плохо спят. Они в постоянно удрученном состоянии. Совесть нечиста. Нечистая совесть, вот она-то и разрушает все. И психику, и тело. А я жил в соответствии со своими убеждениями. Это же счастье. А счастье-то и продлевает жизнь. Я почти мистически смотрю на Сократа и думаю... Как славно, что я не из числа его недругов. О чем это здесь? Тоже молодые ребятки. Вот по телевизору там и Малахов, там остальные говорят, чтобы жить долго,
берите свежую морковку, капустку, нарезайте. Ерунда все это. Живите как Агдас Хусаинович. По своим убеждениям. И проживете до 90 лет. Он спит спокойно и счастливо. Пустячок номер 6. Очень такой серьезный. Называется так. «И остаться татарином». Случай поругать Россию и нас, русских, не упустит. Вы, русские, породили такую бюрократию при царях, и после них, какую ни один народ не знал. Ну, один-то народ знал. Лениво откликается профессор Красин. Какой? Да татарский. От твоих Мамаев до Тахтамышей все и пошло. Все от татар. Агдас смеется. Ну да. А что ж вы худшие-то от них взяли? Что ж лучшие-то проморгали? Татарию свою обожает. Любит нежно и преданно. Рассказывает о своем детстве. Заслушаешься. Я так и вижу белые, чистенькие, татарские, деревенские домишки. На крыльце сидит маленький татарчонок Агдас, и мать поет ему народные песни. Прошу, спой, Агдас. И Агдас напевает тихо и мелодично, мелодии нежной, печальной, красоты необыкновенной. Степные, раздольные, ну, вроде нашей степь да степь кругом, или только рябины. Под впечатлением агдасовских песен купил в Казани 2 компакт-диска. И теперь, когда он приходит в гости на украинский борщ, подготавливаемый моей супругой, она здесь, мы, русский, татарин и украинка, садимся на кухне за маленький уютный столик, наливаем по чарочке ледяной водочки, кристалловского разлива и слушаем роскошный татарский ансамбль. С потрясающими солистами, изумительным хором Агдас тихонько комментирует, и его синие глаза слегка влажнеют. Потом украинские, русские песни, романсы. Вкусы и симпатии наши совпадают, ну, можно сказать, полностью. Обожает Тургенева, все перечитал. А Клару Милича, его Фауста, а Скверни в прозе знает, читал, обожает. И Чехова, и Есенина, и Чайковского, и Козловского с Лемешевым. О Шаляпине и Руслановой говорить нечего, выше ничего нет. Пишет только по-татарски, только по-русски. Сочно, образно, эмоционально. Говорят, меня трудно переводить на татарский. Сцепился в печати с одной татарской националисткой. Хочет во имя сохранения татарской идентичности возвести высоченный непереходимый забор вокруг татарской нации. Да все наоборот. Вводить нашу нацию, нашу культуру в общий цивилизационный поток, взаимно обогащаясь. Не об этом ли Агдас, говорю я, применительно к России, говорил Пушкин, войти в Европу и остаться Россией? Об этом, Гриша, об этом, именно так. О чем этот кусочек-то? Вот, войти в общецивилизованный поток и сохранить татарскую и русскую идентичность. Наконец, предпоследний кусочек, маленький, который называется «Куликовская битва». Вот сегодня Агдас Хусаинович и, по-моему, Валерий Владимирович цитировал в книге, что мы русско-татарское государство. Вот об этом. Готовил тут как-то общественность широко и всенародно отметить славный юбилей Куликовской битвы, как символ мощи и побед русского оружия. Решили мы с Агдасом, русский и татарин, выступить со статьей, предостеречь от подобного празднования. Ну, мы же 2 системообразующих народа России. От наших взаимоотношений во многом зависит будущее нашей страны. Ну, что же ликовать по поводу того, что когда-то во время ООНа мы колотили друг друга. Ведь, глядишь, кто-то захочет отпраздновать славу татарско-монгольского оружия. Кто-то захочет всенародно отметить день взятия Рязани или сожжения Москвы. Какой тут общий праздник? Какое тут единение? Какое тут братство? Ну, вроде неуместный в данном случае пыл где-то на высоких идеологических этажах поутих. Идею празднования спустили на тормозах. И надобность, сейчас добавлю, пока в нашей статье отпала. И последний пустячок. Понимаете, и в заключении, ну, вот такие тут стишата. 2 четверостишия, экспромты. Я тут пишу, какой юбилей без стихов? И пока тамада потирает руки в предвкушении веселого и содержательного застолья, пока вынимаются софьяновые папки с адресами, официальными не очень, пока принаряженные люди готовятся к поздравительным выступлениям, расправляя лепестки роз и гвоздик юбилейных букетов, я быстро экспромтом, со всей сердечностью и симпатией к юбиляру, пишу вот эти рифмованные строки. Сегодня этого
я уж не скрою, слушай меня, вся российская масса тяготеет уж много лет надо мною татарская ига Агдаса. И в праздничный день его светлого мига я должен открыто и прямо сказать, это единственная в мире ига, которого я не хочу свергать. Спасибо. Ну и, конечно, юбилей должен быть подарок. Подарок вот какой. Он замешан на такой серьезной идейной основе. Вы слышали сегодня, как Агдас Хусейнович рассказывал о своей концепции сособственничества, как он хочет людей сделать сособственниками. Поэтому я вот дарю подарок, сопровождая таким четверостишием. Друзьям всем твоим и родственникам скажу, не боясь подзатыльника, не хочу быть твоим сособственником, хочу быть твоим собутыльником. Дорогие друзья, разрешите сейчас предоставить слово проректору нашего университета по научной работе Дмитрию Петровичу Баку. Добрый день, дорогой Агдас Хусейнович. Добрый день, друзья. У меня, конечно, нет такой замечательной речи, которую мы сейчас услышали из уст Григория Григорьевича. Я только хотел бы в этот замечательный, праздничный для нас всех день вспомнить одну из наших встреч с Агдасом Хусейновичем, когда мы говорили о чем-то очень важном, об одном из его проектов. И вдруг Агдас Хусейнович сделал паузу в речи и спросил у меня, а вы знаете, сколько мне лет? И вот на какой-то момент мы оба замолчали, и тогда меня осенило то, что с тех пор так и не покидало моего сознания. Мне на минуту тогда показалось, что я-то знаю, конечно, в каких почтенных годах находится Агдас Хусейнович, а вот полное впечатление у меня было, что он-то сам это то ли не знает, то ли забыл, то ли думает, что эта цифра означает только начало или середину жизненного пути. И на самом деле, я думаю, что это главное в его мироощущении. Это человек, который живет, как думает, думает, как пишет, пишет, как живет. И это было понятно даже из сегодняшней речи, потому что не всякий юбиляр, достигнув такой цифры лет, которая говорит сама за себя, и я думаю, что здесь лишь молчание, понятно, говорит, да, как сказал русский поэт Боротынский. Не всякий человек, достигнув этой цифры, решится на собственном юбилее говорить о самом-самом главном для него. Я, к сожалению, опоздал к началу доклада или выступления Агдаса Хусейновича, но было и так понятно, что он, как и всегда, не терпит суеты, не терпит частности, не терпит никаких приходящих или проходящих мероприятий. Это человек, который всегда и сразу бьет прямо в цель, всегда и сразу говорит о самом главном для себя и для других. И вы знаете, я невольно стал оглядывать лица, рассматривать лица тех, кто сегодня здесь собрался. Я прекрасно понимаю, что это коллеги, друзья, знающие Агдаса Хусейновича многие годы. И я видел, и даже сейчас вижу очень много улыбок. Очень много улыбок каких-то совершенно особых, не казенных, не официальных, не подчеркивающих какое-то абстрактное почтение или уважение к юбиляру. А эти улыбки, я думаю, выражают восторг, потому что, конечно, так говорить и о таких вещах говорить в эту прекрасную, долгую осеннюю пору жизни,
может далеко не всякий. Дорогой Агдас Хусейнович, я хотел бы от души поздравить вас с этой датой и сказать, что мы все сегодня едины в чувстве восхищения вами, сочувствия, пожелания вам здоровья, бодрости и новых успехов. Будьте счастливы и здоровы. Спасибо. Наш проректор по руководству финансами, имуществом и по руководству перспективным развитием университета Андрей Викторович Николаев, который является преподавателем нашей кафедры. Уважаемый Агдас Хусейнович, уважаемые коллеги, дорогие друзья, ну, на самом деле, уж точно не часто присутствуешь на чьем-либо 90-летии. И в этом смысле я, конечно, хочу сказать, что помимо тех добрых слов в адрес Агдаса Хусейновича, которые сегодня, наверное, и не только сегодня, но и в ближайшее время звучат и будут звучать, здесь все-таки, поскольку у нас торжественное заседание кафедры, я, наверное, хотел бы поздравить и нашу кафедру с тем, что у нас есть такой, ну, можно сказать, выдающийся, замечательный профессор, как Агдас Хусейнович Бурганов, потому что, ну, наверное, единицы кафедр в нашей стране могут на самом деле похвастаться тем, что у них действительно в их коллективе и в полном здравии, и в полном таком здравии не только физическом, но и творческом находится такой профессор, как Агдас Хусейнович. Я, безусловно, присоединяюсь к тем словам, которые уже были сказаны. Я много и долго говорить не буду. У меня, наверное, нет такого опыта общения с Агдасом Хусейновичем, как у Григория Григорьевича, поэтому я, наверное, столь образно и долго говорить бы все равно не мог на эту тему. Но я бы хотел отметить Агдаса Хусейновича такое качество, как одно из, наверное, самых важных качеств, которое у него есть, и за что его можно бесконечно уважать, это качество оставаться самим собой. Вот это ему удается потрясающе, и учитывая тот жизненный путь, который он прошел, который на самом деле сложно себе представить, даже не только мне, в силу моего достаточно молодого возраста, но в принципе, если вот вникнуть в суть. То, что Агдасу Хусейновичу удалось пронести через себя вот это умение, это, ну, по меньшей мере дорогого стоит, а по большей мере, ну, это может быть такой небольшой, а может быть даже большой, что скорее всего подвиг. Поэтому это качество я бы очень и очень хотел отметить. Я, Агдас Хусейнович, вам желаю от всей души здоровья, хотя, мне кажется, это то качество, на которое, вот смотря на вас, можно с некоторой иронией даже о нем говорить, да, потому что у вас действительно есть такой, ну, такая гармония между вашим физическим состоянием и вашим внутренним состоянием, вашим творческим состоянием, вашим профессиональным состоянием. И вот, коли Валерий Владимирович сказал, что я еще за перспективное развитие отвечаю, мне кажется, что вот вы человек, который в значительной степени имеет в себе просто потенциал перспективного развития не только в масштабе вашей личности, но и не только в масштабе кафедры, но, может быть, и в масштабе даже нашего университета. Так что здоровья вам, счастья, очень хороших, добрых человеческих эмоций, впечатлений. Они у вас всегда очень яркие, вы их умеете как-то в себе аккумулировать, передавать другим, вот чтобы все это очень долго-долго было с вами. Ну и я надеюсь, что мне удастся дожить до одного или двух следующих ваших нолей, и нашим коллегам тоже, и поздравить вас с новыми такими рубежными датами, и главное, не только такими физическими, но и творческими. Спасибо. Я считаю вас действительно выдающимся представителем науки и политики, и политологии. У вас около 400 работ научных. У вас свыше десятка монографий. Вы занимаетесь проблематикой, которая относится к разным наукам, к философии, к истории, к социологии,
Ну и, собственно говоря, демографии, каких только направлений нет в ваших трудах. Вы очень, мне кажется, интересны, потому что вы неоднократно меняли род деятельности, меняли образование. В вашей жизни были такие эпизоды, которые мало в чьей жизни бывают. Например, вы докторскую диссертацию защитили в определенном возрасте. И вам, в связи с тем, что власть была не согласна с какими-то вашими позициями, ее не утверждали свыше 20 лет. А потом без дополнительной защиты она была утверждена. Это редчайший, мне кажется, тоже случай в нашей исторической науке. Вы академик, вы любимец студентов, ну и очень важно, что вы до сих пор прожили очень насыщенную и долгую жизнь. Я помню вашу фразу, что в России нужно жить долго. Я думаю, вы нам объясните, что вы имели в виду, когда об этом говорили. В этом году мы будем праздновать 89-летие ваше, а в 2010 году вам будет 90 лет. Поэтому на самом деле очень интересно, мне кажется, нам всем просто послушать, как вы воспринимаете вот ту историю, которая перед вашими глазами прошла. Но мой первый вопрос, может быть, будет вот какой. Значительную часть своей жизни вы провели в РГГУ. Вы являетесь заслуженным профессором этого университета. Какое впечатление у вас об этом университете? И какое место в вашей жизни занимает работа в нашем университете? Если можно, начнем с этого вопроса. Спасибо за вопрос. Вопрос удивительно кстати, потому что я уже здесь работаю 22 года, 23 год. Это головной вуз по проблемам гуманитарного образования. К сожалению, в России никогда гуманитарное образование не было по-настоящему поставлено. Поэтому уже само название университета, Российский государственный гуманитарный университет, уже само название ко многому очень обязывает. И мне кажется, что наиболее важно, и почему этот университет очень быстро встал на ноги, и почему этот университет уже на сегодняшний день, несмотря на то, что как университет, ведь он сравнительно молодой, он по существу как бы продолжил институт, маленький институт, который некогда был создан для МВД, там, по проблемам, так сказать, архивным и прочим, совершенно с какими-то такими задачами, которые сегодня очень важны, эти задачи, но они какая-то, может быть, сотая или тысячная часть того, чем занимается Российский государственный гуманитарный университет. Поэтому с самого начала возник он на хорошей основе. Я имею в виду, прежде всего, кадровой основе. Я хотел бы немножко изменить, может быть, течение нашей беседы и спросить вас, а как ваши какие-то открытия, то, к чему вы пришли, то, до чего вы дошли, додумались, как вы это доносите до студентов? Вы профессор, вы педагог. И вот скажите, пожалуйста, каково ваше педагогическое кредо? Что вы стараетесь из того, что узнали, поняли, что из этого стараетесь передать молодежи? Вот тут вопрос для меня очень важный. Я и размышляю на эту тему. Правда, размышлял в связи с тем, что вдруг понадобилось вот для сборника, который кафедра делает, меня попросили сделать лекцию, что такое интересные лекции, значит, такую вот разработку. Вот я, раздумывая по этим вопросам, пришел к такому выводу, что учитель — это отнюдь не кладезь или
не такой переносной, так сказать, кладезь знаний. Потому что знания во многом зависят от того, как их употребить. Для чего эти знания? Учитель, конечно, это специалист определенного профиля, но он в то же время воспитатель. Вот от воспитателя к воспитуемому как бы должны идти лучи, импульсы от образа его жизни. Причем образ жизни, допустим, студент может и не знать, как у меня дома, может быть, никогда не был и не будет. Чтобы образ жизни воспитателя, учителя, он бы являлся в его облике, в его манерах, в его суждениях и, главное, в его искренности. Вот педагог должен быть вот такой, которому бы верили, чтобы он говорил от сердца, от своей души. Агдар Александрович, собственно говоря, через 1,5 года вам исполняется 90 лет. Мы уже начали готовиться к этому празднику, и я очень надеюсь, что университет издаст сборник ваших трудов. Я очень надеюсь, что мы сделаем этот фильм. Это тоже будет подарок к вашему 90-летию. И я хотел бы спросить о ваших жизненных дальнейших планах. Каковы они? Вы знаете, мой план такой. Вот я считаю, что единственное, что есть дано человеку, самоценного, единственное, одно только, это жизнь. Все остальное подчинено жизни. Понимаете, и те, кто говорят, вот как жить там, что делать там, это все мудрости от лукавого. Жизнь – это самоценная категория. Поэтому мой план – жить столько, сколько мне отпущено. Потому что увеличить срок жизни никто не может. А вот сократить мы люди-мастера. Тут мы, понимаете, знаем очень много методов, которые сокращают. Вот я хочу прожить так, чтобы жизнь моя была, что мне отпущено, чтобы она была полноценной. Полностью она мной была использована. Жизни способствует все то, что жизнь продлевает. А что продлевает жизнь? Творческий процесс, порядочность элементарная, доброта. Думаю, что это качество, чтобы я это качество не растерял. У меня дети, внуки. В общем, мой письменный стол все время завален. Агдар Александрович, мы готовимся к вашему 90-летию, мы его отметим. И начнем готовиться к вашему 100-летию. Спасибо. И постараемся до него дожить. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие друзья, разрешите предоставить слово Наталье Ивановне Басовской. Наталья Ивановна, вам, тем, кто, может быть, с ней из гостей Агдаса Хусейновича не очень знаком, может быть, знакома по телевидению, потому что она и на радио, и на телевидении ведет массу интереснейших передач об истории, и биография – это тот жанр, которым она очень интересуется. Мне очень интересно, что Наталья Ивановна скажет вот сейчас о Агдасе Хусейновиче, поскольку это тоже жанр биографии. Дорогой Агдас Хусейнович, уважаемые гости и поклонники этого замечательного человека, я очень рада возможности сказать здесь слова. С огромным сейчас опять интересом послушала этот искренний рассказ. Я совершенно не знала, что Валерий Владимирович сопоставит вот это мое выступление с теми работами над биографиями людей, великих людей, над которыми я работаю. Но все совпало. Я, набросав себе несколько пунктов, маленьких, заметила,
Все начинается в детстве. Я много раз сказала это на «Эхо Москвы». Это у меня научили психологи. Роясь в биографиях значительных людей, я увидела, что отцвет детства совершенно потрясающе потом осеняет человека всю жизнь. Вот что у него было в детстве, каким он там проявился. В рассказе Агдаса Хусаиновича в видеомемуарах он говорит о своем детстве. Нелегком, но трудовом, честном, порядочном, окруженный порядочной семьей, о том, как понималась чистота и порядочность, как родные люди поддерживали друг друга. И вот когда у них появилась возможность купить ему валенки, первые в жизни, подшитые, не подшитые старенькие, а подшитые. Это людям было нелегко. Он ходил, это была ранняя весна, холодно, снег мокрый, он все это живо описал. И вот, говорит, я их надел, какие они теплые. И как говорит человек об этом, вот в раннем детстве, какие они красивые, они для него еще и красивые были. Он научился ценить доброту близких людей, эти маленькие счастливые события, и уже проступает, как будет человек. Второй пункт, на который я обращаю внимание, работая над биографиями великих. Образование. Сегодня уже прозвучало. Самообразование – это главное. Правильно. Правильно. Замечательный Бенджамин Франклин, сегодня не только Сократ присутствует, целая компания значительных людей. Он окончил 2 класса школы. Этот великий деятель американской революции, один из отцов-основателей Америки, Соединенных Штатов Америки. 2 класса школы, все. Это посол во Франции. Это великий просветитель, который в Америке создал первые библиотеки, первые общества просветительские. Это человек, оставивший огромный след именно в смысле приобщения довольно диковатых до этого американских колоний, жителей их, к европейской культуре. Так что самообразование, книги, мир книг, мир мыслей. И можно примеров много, но я ограничусь сейчас Франклином. Дальше. А что человек сам сделал или сформулировал? Слушаю сегодня Агдаса Хусаиновича. Думаю, что, конечно, советская власть была по-своему совершенно права, не присуждая ему докторскую степень. Его взгляды были неприемлемы для той системы. И в первый раз слышу такую формулировку. Контрреволюционный переворот 1917 года. 17-го. Но имелась в виду большевистская власть, что она против февральской революции. Я так поняла. И на том буду настаивать. Да, это всегда какой-то новый, смелый концептуальный поворот. А в его диссертации, насколько я знаю и представил себе, было отступление от догмы в роли трудового крестьянства и рабочего класса. 20 лет с лишним не утверждать диссертацию. И ничего, человек не пал духом. И вот я подступаю к вопросу, который всегда в этих биографиях тоже важен. И вот результат. Вот человек такой, какой есть. Все много сказано. С чистой совестью. В чем секрет душевного, интеллектуального здоровья? Надеюсь, и физического тоже. Просто не берусь судить, но форма нашего юбиляра хороша. В чем секрет? Вот эти все вехи, все важны. По-моему, главное на сегодня – это то, что человек живет высоким. Он волнуется о судьбе человечества. Волнуется искренне, торопится сказать, подсказать, как все-таки людям остаться людьми. Вот человек тревожится, мне рассказывал Агдас Хусаинович,
Среди ночи, говорит, проснусь взволнованный какой-то мыслью, сразу записываю. Вот он, главный секрет необычайной формы нашего юбиляра. И к этому секрету добавлю, у него прекрасная семья. Здесь присутствует Лариса Агдасовна, здесь присутствует Герман Пантелеймонович, зять Агдаса Хусаиновича. Есть еще окружение семейное. Так получилось, что мне удалось не раз убедиться, какие добрые чувства, мысли и заботы о высоком царят еще и в семье Агдаса Хусаиновича. Да, это и есть большое счастье. И это дарит долголетие. Агдас Хусаинович, многие вам лета, счастья. От безумной скромности дарю вам свою аудиокнигу просто на память. Это Наполеон Бонапарт. Это тоже значительная личность. Вы с ним поймете друг друга. А сейчас я хотел бы предоставить слово Эдуарду Салмановичу Кульпину-Губайдуллину. Эдуард Салманович – научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. И он возглавляет очень интересное научное направление, и мы стараемся сблизить наш университет и ту группу ученых, которую возглавляет Эдуард Салманович, и тоже с подачи нашего Агдаса Хусаиновича. Пожалуйста, Эдуард Салманович. Дорогой Агдас Хусаинович, уважаемые коллеги, мне очень приятно здесь присутствовать, и приятно именно по этому поводу. Здесь уже говорилось очень много об Агдасе Хусаиновиче. Можно сказать ведь очень коротко. Агдас Хусаинович – это личность. И этим, я думаю, сказано достаточно много объединяющего. Эта личность, конечно, гордость университета, о чем уже сейчас говорилось. Это личность, гордость татарского народа, о чем не говорилось, наверное, скажут еще. И что еще можно сказать? Здесь много говорилось о его интеллектуальном здоровье. Я хотел бы сказать сначала о его физическом здоровье. Вот был такой случай, это было 5 лет назад, на конференции, которая Агдас Хусаинович все время сейчас участвует, по-моему, уже на протяжении 10 лет. Нужно было пройтись по Карадагу в Крыму. Агдас Хусаинович, подойдя к подножию, вдруг повернул назад, а я не заметил. Потом смотрю, что он спускается вниз. А автобус ведь должен был подъехать с другой стороны Карадага, со стороны Планерской. И поэтому там его никто не ждал. И мне пришлось бегом спуститься к нему и сказать: дорогой Агдас Хусаинович, пути назад нет. Можно идти только в гору, только наверх. И, значит, обычно во время этих походов я иду впереди и, естественно, не спеша сдерживаю. А тут ведь люди определенного возраста, критического возраста для мужчин, где-то в 60, между 60, даже 55 и 70 годами, им кажется, что они все могут. Не только в плане, так сказать, научном, но и в плане физическом. И я упустил такой момент, и в результате, значит, очень быстро все шли наверх. Кончилось тем, что ректор университета Адам Мицкевич после этого 2 месяца лежал в больнице. А генеральный директор из издательства «Учитель» не попал в такую ситуацию только потому, что моя половина его остановила и сказала, что нужно посидеть и отдохнуть, не обращая внимания на всех остальных. Вот, а Агдас Хусаинович вместе со мной прошел все это так, в самом лучшем виде. Он продемонстрировал вот свою, что очень важно для любого преподавателя, любого ученого, физическое здоровье. В этом году
на конференции, вот, которую я провожу уже давно, и которой уже 10 лет Агдас Хусаинович неизменный участник, было, собственно говоря, 2 юбилея. Один юбилей – это сама конференция, она 20-я. А второй юбилей, более значительный, это 90 лет Агдас Хусаиновичу. Вот. И что могу еще сказать совсем немного? Вообще почему-то вот вспомнился Вернер Гейзенберг, который говорил, что одно и то же явление можно объяснить 2 взаимоисключающими методами. И только совмещение этих 2 взаимоисключающих методов покажет суть этого самого явления. Вот конференция, на которой присутствует Агдас Хусаинович, которой вот было 20 в этом году, она междисциплинарная. Вообще междисциплинарные конференции столько никогда не живут. Они либо перерастаются в монодисциплинарные, либо умирают. А вот наша как-то живет. И живет она именно потому, что в ней как-то так случилось, собрались личности неординарные. Посредственности, как ни странно, появляются, но они достаточно быстро выпадают. А проверка тут весьма жесткая. Вот в Средневековье существовало такое правило, что подмастерье, прежде чем стать мастером, должен был сделать шедевр. И шедевр должен был сделать не на своей родине, не в своем монастыре, а в чужом месте, в чужой стране, в другой стране. И только если там будет признан его шедевр шедевром, ну тогда он становится мастером. Так вот, особенность междисциплинарной конференции всегда заключается в том, что проверка идет не по монодисциплинарному принципу, хотя она тоже существует, потому что есть представители разных специальностей. Она по более, так сказать, я бы даже сказал, жестким критериям и более всеобъемлющим. И вот, я говорю, не все выдерживают это. Агдас Хусаинович как вписался, так и находится все время. Чем мы все, конечно, очень гордимся. И вот не случайно каждой конференции удается выпускать сборник статей. И вот в слове от редактора, рассмотрев все главные проблемы, которые стоят сейчас перед исторической наукой, перед миром и нашей страной, я закончил такими словами, что есть ли у нас готовый рецепт ответов? Нет. И что же из этого следует? Следует жить. И последняя фраза. Причем в России, как говорит наш юбиляр Агдас Хусаинович Бурганов, жить надо долго. Для того, чтобы все это происходило, Агдас Хусаинович, тут есть японский символ долголетия, но и плюс из Крыма. Мы получили записку. Студенты факультета управления со специализацией международные отношения от всего сердца поздравляют вас с 90-летием. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, улыбок, тепла и бесконечного счастья. Вот цветы от студентов, но от студентов не только цветы, но и поздравления вокального класса под управлением Бориса Алексеевича Тужилкина.
сегодня с этих дорог мы хотим вам напомнить песню. Выходи!
Уважаемый Агдас Хусаинович, уважаемые друзья, коллеги, мы очень рады, что чествование нашего земляка Агдаса Хусаиновича происходит здесь, в Российском государственном гуманитарном университете, научном учебном заведении с большими научными и демократическими традициями. Именно здесь Агдас Хусаинович может полнокровно жить, работать, творить, отстаивать свои убеждения, издаваться и находит полное понимание и хорошее доброжелательное отношение со стороны коллег. Это очень важно. Спасибо вам. Конечно, мы всегда Агдаса Хусаиновича знали, ценили. Он был всегда на виду, всегда мы им гордились. Прослушав сегодняшний доклад, казалось бы, сугубо такой академический и такой сугубо, скажем, такой умозрительный, может быть, в какой-то степени. И, наверное, многие задумались, потому что ведь есть над чем задуматься, есть над чем подумать, особенно на фоне того, что сегодня происходит в нашей стране, на фоне такого бездумного следования различным вульгарным экономическим теориям. Ведь Агдас Хусаинович искренне хочет, чтобы Россия процветала. Он настоящий патриот и в то же время интернационалист. Мы именно за это его любим, ценим. И, конечно же, вот прозвучали слова о творческом долголетии, но, наверное, будем ждать следующего юбилея, дай бог, да, Аллах версе. И еще позвольте вручить от имени полномочного представительства Республики Татарстан благодарственное письмо от имени полномочного представителя Ахмеда Шараита Каримовича. И также панно, это башня Суимбеки, символ Казани. Но Агдас Хусаинович никогда особенно не отрывался от родных корней, но это будет вам еще раз напоминать. Дорогие друзья, разрешите поздравить со славным юбилеем нашего друга, ученого, можно сказать, от имени общественности Агдаса Хусаиновича Бурганова и вручить ему грамоту, где написано: «Уважаемый Агдас Хусаинович, члены Московского общества татарской культуры Туантель, местных татарских национально-культурных автономий Восточного и Зеленоградского административных округов города Москвы, сердечно поздравляет вас со славным юбилеем. Мы знаем вас не только как высоко одаренного ученого, вся жизнь которого направлена на исследование социального бытия народов, особенно татар, и выработку научно обоснованных положений, претворение которых в реальность резко изменит жизнь народов в социально-экономическом плане к лучшему. Мы знаем вас и как активнейшего члена татарской общины Москвы, непременного участника проводимых общиной в городе мероприятий, национальных праздников, неутомимого пропагандиста идеи сохранения положительных национальных качеств, переданных нам веками. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни на благо народа, счастья. С уважением, руководители. Дорогой Агдас Хусаинович, значит, я когда сюда шел, своим знакомым говорил, я говорю, вот я сегодня иду на юбилей моего старшего товарища, которому 90 лет, потому что и хочу узнать рецепты, как дожить до этого времени и сохранить тот творческий потенциал, то ясное мышление, которое есть у него. Я думаю, что сегодня, побыв уже, послушав коллег, его товарищей, вот, я думаю, что я отчасти получил такой ответ, и, естественно, мы тоже будем стремиться к этой дате, с одной стороны. И с другой стороны, конечно, в своем пожелании я написал, 90 лет уже есть. Агдас Хусаинович, Аллах версен, пусть даст Бог нам и столетие ваше отметить и дальше.
потому что вы сегодня твердо стоите на ногах. На самом деле, я уж всегда шучу, я говорю, у меня есть знакомый хороший профессор, академик, он к каждому юбилею пишет книгу. Сегодня опять книга выдана. Вот это труд, вот это мышление. Но я представляю здесь татар Московской области. Мы тоже создали коллективным трудом для нас очень ценную книгу, которая называется «Татары Подмосковья». И одна книга, которая, вот подарок, который мы хотим преподнести, Агдас Хусайнович, как раз наша книга. Это о татарах Подмосковья. Здесь есть и история, и татары сегодняшнего дня. Агдас Хусайнович, здоровья, удачи, семейного благополучия, все, что есть сегодня, пусть оно продолжается, и живите долго. Потому что, когда есть такие люди, нам тоже хочется жить, и есть для нас цель. Мы видим, что есть к чему стремиться. Мы более молодые люди. Зур рахмат. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, говорить в стенах этого университета трудно, потому что у университета есть какие-то свои традиции, свои правила, и, как говорится, со своим уставом в другой монастырь не ходят, хотя он и не чужой. Я хотел бы сказать, что я хотел бы к словам, которые председатель произнес в начале нашего заседания, добавить один факт. Вы сказали, что некоторые недоброжелатели, или доброжелатели в кавычках, говорят, что Агдас Хусайнович не очень любит Россию. А факт исторический состоит в том, что Бенкендорф, известный, я полагаю, студентами нынешнего поколения, так высказался в начале XIX века об Александре Михайловиче Горчакове, князе Горчакова, в начале его дипломатической деятельности, когда Нессельроде не очень хотел пустить даже на дипломатическое поприще Горчакова. А Горчаков вытащил Россию из ямы после Крымской войны. И он именно, Горчаков, поставил Россию на путь развития, сбросив оковы Парижского трактата, который запрещал России иметь флот на Черном море. Так что патриоты иногда подвергаются такого рода, так сказать, клевете. Бенкендорф сказал, что Горчаков не любит Россию. Подлинные патриоты, по моему глубокому убеждению, это те, кто болеет душой за свою страну. И к традициям университета, я вижу, относится все-таки такая последовательная патриотическая позиция, которую представляют здесь профессора, которые выступали. Агдас Хусайнович известен в нашей татарской общине как выдающийся деятель науки с огромным жизненным опытом. За 90 лет накоплен такой опыт, который не передать новому поколению было бы просто грешно. И я полагаю, что дальнейшая деятельность Агдаса Хусайновича, который одновременно пишет одну книгу за другой, по крайней мере 10 книг мне известно, дает пример того, как жизненный опыт богатый воплощается в обобщение, полезное для страны, нужное для страны. Труд и ваши идеи кооперации людей – вот, очевидно, секрет, который и должен быть раскрыт в ваших дальнейших трудах. Я бы тоже взялся за это дело, но нет такого опыта и нет такого таланта, как у вас. Заканчивая, я хотел бы сказать, Агдас Хусайнович принадлежит к татарскому племени, который насчитывает 9 поколений, родословный Агдас Хусайнович. Да, 10-е поколение. Татарская община выпустила
точнее, Казань выпустила книгу «Провал операции «Шаровая молния», Кугельблиц, немецкой операции. Подзаголовок книги гласит «Татары в партизанских отрядах Белоруссии в годы Великой Отечественной войны». Когда с такой вот с кратким посвящением я хотел бы вам вручить одновременно и фотографию о вашем пребывании в Берлине в 1995 году, когда вы были душой нашего коллектива ветеранов. А надпись посвящения гласит: «Старейшему и мудрейшему аксакалу татарской общины Москвы и Казани Агдасу Хусаиновичу Бурханову на добрую память с пожеланием лет до старости вам без старости». И маленький сувенир, который должен напомнить Агдасу Хусаиновичу о его боевой молодости. Всадник на коне каким-то чудесным образом в кристалл помещенный. Да, спасибо за внимание. Заканчиваю словами русской классики Тютчевым. «Счастлив в наш век, кому победа далась не кровью, а умом. Счастлив, кто точку Архимеда сумел сыскать в себе самом». Агдас Хусаинович относится к этим людям, которые точку Архимеда сыскали в себе самом. Уважаемые друзья, юрист по образованию, экономист по мышлению, философ по духу, доктор исторических наук Агдас Хусаинович Бурханов действительно личность необычная. Я хочу сказать, что, оказывается, в мире существует необычная статистика, которая говорит о том, что только одного из нескольких миллионов землян Всевышний одарил правом совершить более 90 оборотов вокруг Солнца. Вот это уникальная личность, который пошел уже 91-м оборотом вокруг Солнца, является именно работает, читает лекции в вашем институте. Я думаю, что не осталось области и темы, которые он не коснулся, но одна область есть. Хотя он, я знаю, в общем-то, научный человек и атеист, но не воинственный атеист. Я вот нашел последнее издание перевода Священного Корана, написанное золотыми буквами. Это одно из, на мой взгляд, самый лучший перевод на русский язык Священного Корана. Пусть Агдас Хусаинович изучает и выскажет свое мнение о роли религии мировой цивилизации. Пожелаем ему успеха. Писатель Александр Николаевич Осокин. Александр Николаевич замечательный историк. У него прекрасные, очень интересные работы, в частности, по истории Великой Отечественной войны, которые еще не все читали, но мне кажется, что замечательные, очень интересные идеи там. Я хочу вначале пару слов сказать о том, что когда звонишь Агдасу Хусаиновичу, ну, если, конечно, не в учебное время, ты никогда не звонишь, он отвечает, и оказывается, как в той песне, ну что это говорить, она уже в Париже. То один раз он мне откликнулся из Сеула. Я звоню ему домой, а отвечает из Сеула. Другой раз я ему звоню, он отвечает из Судака. То есть это человек, который неизвестно где, он движется. Он молодой не угонится за тем, что делает он. И поэтому, когда ты с ним входишь в какое-то общение, ты никогда не знаешь, где он. Второе, ты никогда не знаешь, в чем он. Потому что он в этот момент решает проблему то ли своего родного, любимого татарского народа, то ли своего любимого русского народа. А может быть, как говорил в фильме Чапаев Петька, в мировом масштабе, он в последнее время в мировом масштабе. Всемирная кооперация. Вот. И все это построено на гуманистических основах какой-то. И, в общем, если вот все, что сегодня было, все, что вы слышали, вы когда-нибудь слышали, чтобы человек излагал, как спасти мир? Он ведь излагал сегодня ни мало, ни много. Как спасти мир? На минуточку. Это много, по крайней мере, докладов слышать не пришлось. На это же надо
хотя бы замахнуться, а тут все четко изложено. Слушать его другим людям, от которых это зависит, и менять то, что надо менять. Я просто это к чему все это сказал? К тому, что складывается некий агдасизм, то, чем он занимается. Вот этому я и посвятил свое поздравление. Всегда опережая время, притом разя не в бровь, а в глаз, разумного кидает семя и вечного наш друг Агдас. И в мире нет таких вопросов, касающихся лично нас, чтобы не затронул наш философ, профессор и мудрец Агдас. Во всем доходит до истока. Один вопрос лишь ждет ответ. Бурганов здесь полпред Востока или на Востоке наш полпред? И от Хабаровска до Сочи он жжет своим глаголом нас всех сделать собственниками хочет, создать могучий средний класс. Сияние круч капитализма приблизить к нам издалека способна в нашей пришлой жизни лишь Адам Смитова рука. Он все по местам расставит, так он студентам говорит. Она все по местам расставит, так он студентам говорит. Всех быть богатыми заставит Агдасов кореш Адам Смит. Ведь в эпохе прошлой нашей он не скулил и не зевал. Агдас был, как всегда, бесстрашен. На фронте храбро воевал, легко мазурку танцевал и попой называл. Ну, я не могу это сказать, а он может. Он ироничен, благороден, здоров и легок на подъем. А главное, всегда свободен. Свобода от рождения в нем. Его ругали и просили, дождешься катаклизма. Но призрак бродит по России. Призрак агдасизма. А подарки мои очень простые. Во-первых, каждое его слово должно быть зафиксировано, изловлено. Вот такой диктофончик, чтобы он был при тебе всегда и будет слышно. Ну, а это, так сказать, для... А старый друг Агдас Хусаиновича, пожалуйста. Я второй раз имею счастье сказать добрые слова Агдасу Хусаиновичу. Вчера на почетных правах действительно его почти 20-летнего друга я имел возможность и счастье присутствовать на его семейном торжестве. И я вам скажу, это был патриарх, сидевший во главе большой, дружной, замечательной семьи. Вот она здесь сидит. Если бы вы слышали, что они ему говорили, как они ему говорили, это можно говорить очень близкому, очень хорошему человеку. Ну, мы с ним много встречались, и я знаю много того, о чем не писалось. И мне, как ветерану журналистики, 50 лет проработавшему в этом деле, значит, хотелось бы привести некоторые факты, которые обязательно, вот я думаю, будут вам интересны. Они очень хорошо характеризуют нашего юбиляра. Ну, прежде я скажу, Агдас Хусаинович, тугзан еллык белән сине, дустым, исәнлек саулык, озын гомер. Я ему пожелал, значит, ну, понимаете, плохого не пожелал, да. Да, значит, вот тут, говорят, он получил первоначальное ветеринарное образование. Я вам расскажу очень коротко, что было дальше. Он кончил ветеринарный техникум, в Бугульме устроился на работу. Осень, это 38-й или 39-й год. У него нет ни одеть, ни обуть. Отец сидит у него в тюрьме за какой-то хозяйственный просчет. Тогда, ну, сами понимаете, как охотно сажали и быстро. Значит, живет он у дяди. Одеть и кушать нечего. Он пишет письмо в Узбекистан. Хочу устроиться на работу, поскольку у него в Маргелане живет, значит, дядя, еще один. В Ферганской долине, в Ферганской области.
Не дожидаясь ответа, он едет туда, приходит в Министерство сельского хозяйства, предлагает свои услуги, ему 18 лет, направляют в Ферганскую область. Кстати, меня туда через много-много лет после МГУ направили в Ферганскую правду работать. И я был в том же районе, где он был, я скажу дальше кем. Да, значит, приезжает он туда, ему говорят, хорошо, будешь зав. Ветлечебницей. Пока он у дяди отдыхает, весь состав ветеринаров района расстреливают. Там или сажают. Ну, тогда план по этим посадкам, значит, выполнялся быстрее, чем план по приросту поголовья. И Агдас Хусейнович благодаря этому становится главным ветврачом района в 18 лет. Значит, теперь он посидел несколько месяцев, начинается эпидемия ящура. Значит, выходит какой-то идиотский указ сверху, или с республики, или там с области, собрать всю скотину, коров и ишаков в одно место. Он говорит, ну нельзя этого делать. Это же эпизоотия, так сказать, вот это самое, из индивидуальных хозяйств. Он чувствует, что они будут вымирать. И он мигом садится и ночью уезжает в Ташкент или в Фергану. Там убеждает, говорит, нельзя этого делать. А его уже, поскольку первые коровы начали умирать, он как раз первый кандидат на то, чтобы и его посадить. Он приезжает, издают соответствующие распоряжения, он остается жив, в 1939 году его берут, в армию забирают. Он прошел всю войну от Бреста до Кореи. До Порт-Артура. До Порт-Артура, совершенно точно. Он мне много об этом рассказывал. Дам только два маленьких факта. Через что он прошел. Вдвоем, еще с одним сержантом, им поручают, студенты, слушайте, это очень интересно, вот, поручают доставить куда-то эшелон с медикаментами. Бомбежка, отступление. От Бреста идет на восток, так сказать, все, бежит эта армия наша, к сожалению. Да, перед ними или за ними военный госпиталь, его разбомбливают совершенно в пух и прах. Он мне рассказывал, как из вагонов выбрасывались тяжелораненые. Он говорит, я никогда не забуду эту сцену. Вот через что прошел вот этот философ, и вот действительно тут зафилософствуешь сознанием жизни. И последний эпизод, значит, военный. Идет бой, бегут 3 человека, бьет миномет. Агдас Хусейнович, я, говорит, знаю, первое – это перелет, убивает того, кто впереди меня. Второе – недолет, убивает кто сзади меня. В это время кто-то попадает, видимо, наш снаряд попадает в минометчиков. Агдас Хусейнович остается живой. Что-то его хранило. Или в горящем Мурманске, он уже офицером, значит, отпросился забрать какие-то документы, свои вещички в одном доме. И в это время бомбежка, горит целый квартал. Здесь огонь, здесь огонь, здесь огонь, бежать некуда. И вдруг какая-то сила... Вот он безбожник, я знаю, я его пытался однажды в мечеть затащить. Да, значит, улица огня расступается, выпускает Агдаса Хусейновича, и огонь закрывается. Он остался жив. О его отношении к людям, к преследуемым, к несправедливо обиженным людям говорит такой факт. 51 год. Ну, вы знаете, борьба с космополитизмом, значит, с 5-й графой там и так далее. А он работает директором филиала Союзного юридического института в Душанбе. Ну, видимо, тогда, значит, еще государственная пропаганда не заразила антисемитизмом мудрых таджиков. Значит, и он, приезжая в Москву, у него там много друзей евреев, остановился в какой-то еврейской семье. Значит, там разговорился со своим сверстником, ну,
значит, уныло, так сказать, переживающим все эти времена. Что с тобой? Он говорит, ну вот понимаешь, ну закрыли все ходы-выходы. Он вот что, езжай со мной в Душанбе. У меня слушатели все, они безграмотные начальники НКВД, судьи, их постоянно меняют, и им надо получать диплом о юридическом образовании. Я тебя устрою. Это был Александр Беринзон. Таких вещей можно было бы рассказывать много. Скажу последнее. Значит, когда его назначили завотделом науки татарского обкома партии, это было в 60-х годах, значит, он взялся за все со свойственной ему энергией, стал приходить к начальникам, к первому секретарю, что-то предлагать, какие-то перемены и так далее. И вот, значит, вот в эту эпоху страшного чинопочитания, я это знаю хорошо, вот маленький нюанс, который никто не знает, он происходил здесь. Я 31 год назад учился вот здесь, вот в этом здании, и учился в Академии общественных наук. И вот чуть ли не в этом зале выступал Кириленко. Ну, это второй человек был в партии и в Союзе, секретарь ЦК КПСС. Вот он кончил, значит, вышел вот, пошел к лифту, а у лифта дежурила молоденькая, красивая библиотекарша. Может, она и сейчас здесь работает, я не знаю. Значит, и она стояла в дверях лифта, чтобы секретарь ЦК КПСС, значит, вот не ждал бы, а вот спустился сразу. Вот он идет, Кириленко, тут бежит Тяжельников. Как хорошо вы выступили, как прекрасно вы выступили, значит, Андрей Павлович, да, он подходит к лифту. Ну вот библиотекарша, чего ей бояться этого, значит, секретаря ЦК КПСС, пусть даже второго. Она понимает, что вот она выйдет и лифт закроется. Но как поехать? Как поехать вот в одном лифте с секретарем ЦК КПСС? Она выходит, она полчаса ждала, держала двери, лифт захлопывается, и Кириленко стоит здесь у этого вместе с ней. Вот это говорит просто о том чинопочитании. И вот первый секретарь обкома, которому он предлагает что-то, говорит: Агдас Хусаинович, он и сейчас здесь здравствует, в Москве, значит, тот бывший первый секретарь обкома, уважаемый человек, известный человек. Он говорит: Агдас Хусаинович, значит, ты работай, а думать у нас есть кому. Он заводделом науки. Он говорит: я тогда понял, что с ним тоже точно так же разговаривает в ЦК КПСС, что ему говорят, что ты думай, ты работай там у себя в Татарстане, а у нас думать есть кому. Несколько месяцев он проработал и понял, что ему в такой атмосфере, с его свободолюбием, с его характером, с его справедливостью, честностью там не работать. И он ушел. Вот немного из того, что я знаю о своем друге, которого я нежно люблю, с которым мы то кумыс пили где-нибудь там в районе, то он у меня на даче был. Я желаю ему всего. И водку бывает. И водку бывает, да. Григорий Григорьевич Водолазов на одной из наших встреч подметил, что 10-й год у нас очень урожайный на кафедре, на юбилее. 90 лет Агдасу Хусаиновичу, 80 лет Юрию Андреевичу Красину, 70 Григорию Григорьевичу, 60 вашему покорному слуге. И что на самом деле, может быть, нам в декабре собрать какую-то конференцию и по 10 минут дать каждому. Мир, история глазами человека, который прошел Великую Отечественную войну, 30-е годы, шестидесятники, перестройка и так далее. Я думаю, что мы на кафедре такую конференцию действительно в декабре проведем. Это будет очень интересно. Ну, а вся эта преамбула для того, чтобы предоставить слово Юрию Андреевичу Красину, профессору, одному из тех, чей юбилей кафедра отмечала в этом году. Но уже публика приутомилась немножко. Много красивых и хороших слов говорили, действительно. Так, слушай с упоением это все. Но, как говорится, надо меру знать. Поэтому я
вот думал, какую одну мысль выбрать, о которой только сейчас сказать. Потому что сказать можно очень много. Вот предыдущий оратор очень много рассказывал. Я бы кое-что мог рассказать, потому что мы как бы с Агдасом дважды знакомы. Один раз, вот когда была его эпопея с этой самой диссертацией, которую 20 с лишним лет утверждали. А второй раз вот уже здесь, накануне моего прихода тут в РГГУ, мы снова так сблизились после долгого разрыва. Так что кое-что есть. Но я это сейчас оставляю за бортом, может быть, где-то в застолье поговорим. А вот та одна мысль, которую мне хотелось бы сказать, что вот ведь человек рождается, что-то в нем есть от предшествующих поколений, как говорится, по наследству, задатки какие-то. И у Агдаса, как видимо, в этих самых 10 поколениях, о которых тут говорил, много чего есть. Но все-таки чем он становится, это вот та реальная жизнь, та история, через которую он проходит. Вот у Агдаса она очень богатая. Тут уже много говорили о военных годах, потом вот другие годы, которым я свидетель был. И все время человек, конечно, под грузом вот того нового социального опыта, который он воспринимает, а опыт это огромный. Я вот скажу по себе, наверное, Агдас еще больше, он все-таки, я мальчишка по сравнению с ним, по годам я имею в виду. Ведь вот когда мы были ребятами и бегали, вот детские передачи только по радио можно было слышать, и даже приемника-то не было, а вот такой черный круглый репродуктор, который вы, наверное, все видели, когда вот показывают первые дни войны, объявляют о войне, вот все слушают именно эти самые репродукторы. А теперь вот наша молодежь, я не знаю, наверное, себе жизни не представляют без мобильника. У каждого мобильник, да еще иногда по 2 и 3 бывает, там одни для друзей, другие для возлюбленных и так далее. Вот. Поэтому изменения огромные. И, конечно, все это накладывает свою печать. И вот за что я ценю Агдаса, и где я думаю, можно действительно учиться о нем. Вот он многие говорит вещи, я один из оппонентов его, со многим я не согласен из того, что он говорит, и сегодня говорил вот в докладе, но я глубоко уважаю его и глубоко ценю за то, что он всегда остается самим собой. Ведь вот тогда с диссертацией, что греха таить, советовали ему. Нет, не поправил, и 20 с лишним лет терпел. Вот остался самим собой, вот верен себе, своим убеждениям. Может, кто-то будет упрекать, недостаточная гибкость, другие умеют, ну уж как кто умеет, а вот главное остаться самим собой. Вот, и я поэтому желаю Агдасу вот еще не пройден весь путь, еще впереди много лет, вот оставаться самим собой, вот, твердым сторонником вот этой своей, как сейчас любят говорить, так, идентичности, вот этой самости, чтобы это все было, и всегда мы в разном Агдасе узнавали того одного, который последовательно через всю жизнь честно пронес свои убеждения. Спасибо. Пожалуйста, дорогие друзья, вам слово. Те, кто хочет выступить здесь сегодня, пожалуйста. Я представляю журнал «Россия. Современный мир». Я его редактор, а Агдас Хусейнович наш один из самых уважаемых, самых чтимых и читаемых авторов. Но помимо того, что, собственно говоря, не только это сближает меня с Агдасом Хусейновичем, главное, что мы с ним знакомы не так много, как некоторые другие, но больше 40 лет, это точно.
И все те хорошие слова, восторженные слова, которые были во мне в отношении Агдаса Хусаиновича, я ему давно сказал. Поэтому сейчас сказал прозой. Поэтому сейчас очень коротко скажу в стихах. Что может сделать человек за 6 десятков лет? Родиться, вырасти, ждать старости забвения. Но ты, мой старший друг, горел, как яркий свет, весь этот срок беря молодых учения. Ты шел всегда своим путем указом вопреки. Ты не был конформистом ни минуты. Но если кто-то прочь бежал со ски, ты здесь, в стране, кромсал догматов путы. Сын Волги и степей вписался в мегаполис, стал мира гражданином в голове, но сердцем и душой татарский комсомолец. Мир переделать рвущийся в Москве. Душой молодой давно стал аксакалом. Для всех, кто в твоей мудрости черпал идеи жизни и в большом и малом, и собственную мудрость обретал. Войдя в войну, ты понял цену жизни. Жизнь – это чудо, данное в любви. В друзьях и творчестве, когда ты всеми признан, но тяга к творчеству по-прежнему в крови. Как уберечь людей всех пороков? Как уничтожить правящее зло? И как вернуться к праведным истокам? Вопросу бремя тебе на душу легло. Неси то бремя и легко, и трудно, но ты несешь, ведь это твое дело. Искать ответы для предстания в день судный всем тем, кто благо ближнего хотел. За 6 десятков лет учения молодежи ты часть ответов точно уж нашел и дал студентам на себя похожих путеводитель, чтобы их дальше вел. А твой же путь, безмерно плодотворный, пусть перевалит за отметку 100. Да так, чтобы даже 100 лет бесспорно тебе 60 лет не дал никто. А это то, без чего в России обойтись нельзя. Профессор Казанского Приволжского федерального университета Мягков Герман Пантелеймонович. Ну, очевидно, закралась маленькая, так сказать, ошибочка. Агдас Хусаинович, наверное, не совсем наш юбиляр. Ну, я должен был чуть пораньше появиться в протокольной части, но на то есть, наверное, очень правильное решение Всевышнего. Юбилей продолжается, и поскольку он продолжается, то сейчас прозвучат вот в моем изложении документы, которые пришли из Казани. На карте жизни Агдаса Хусаиновича десятки и очень много десятков городов. Жалко, Наталья Ивановна покинула эту аудиторию, но есть одна наука, которая создается в стенах Российского государственного гуманитарного университета – историческая география. Я предлагаю одну из страниц этой новой науки открыть география, историческая география в судьбах ученых. И Агдас Хусаинович, естественно, первый кандидат на то, чтобы вот эту науку на конкретном материале не просто излагать, а именно изучать и формулировать ее закономерности. Так вот, на этой карте жизни, как было уже сказано, десятки точек от Смоленска до корейских городов, до Сеула, который так недавно Агдас Хусаинович посетил, как уже член философского общества России на Всемирном конгрессе философов, от северных тех районов Мурманска, где он воевал, до южных краев в свое время необъятного Советского Союза. Но есть на этой карте, есть, очевидно, два города. Один, который сегодня чествует Москва, и второй, такой небольшой, всего с миллиончик населения, 1 200 000, но город, который его любит, который он любит, Казань. И, естественно, Казань – это город очень и очень разный. Это город и политический центр, административный, город промышленный, город торговый и так далее, и так далее, и так далее. Но это город науки. И
поэтому научное сообщество Казани, конечно, не могло пройти мимо юбилея. И я позволю себе сказать, что оно только вот этими двумя документами начинает чествовать своего профессора, своего выдающегося человека. И я держу в руках почетную грамоту за плодотворное исследование проблем национального движения татар, популяризаторскую активную общественную деятельность и в связи с 90-летием со дня рождения почетный член Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, профессор Бурганов Агдас Хусаинович награждается почетной грамотой. Президент Академии наук Татарстана, академик Мазгаров. Агдас Хусаинович. Уважаемые коллеги, второй документ тоже начинается словами «от всей души». От всей души Агдас Хусаиновича замечательным событием и отмечено 90-летием, это все знают. Но 60-летием научно-педагогической деятельности, я полагаю, правильно организаторы написали именно эти две цифры. 60, переходящие в 90. Это очень символический знак. Здесь расписаны все, вернее, основные моменты жизни Агдаса Хусаиновича, не буду утомлять изрядно уставшую аудиторию. Здесь отмечается, что очень плодотворным для Агдаса Хусаиновича были те с лишним десяток лет, с 61 по 73 год, которые он отдал преподавательской деятельности в Казанском в то время государственном университете. И отмечается, что, являясь заслуженным профессором РГГУ, Агдас Хусаинович поддерживает тесные связи с учеными-гуманитариями Казанского университета, в стенах которого успешно продолжают работать многие его ученики и питомцы. И далее ректор Казанского Приволжского федерального университета пишет: «Ныне, когда Казанский университет решает поставленные перед ним задачи, в том числе в области исторического, гуманитарного знания, особое значение для его коллектива приобретает использование научного и педагогического опыта специалистов высочайшего класса, каковым вы являетесь. Большим вниманием и восхищением мы здесь, в Казанском университете, следим за вашей неутомимой и полнокровной общественной и научной деятельностью, неизменно отмеченной перепроходческой активностью, глубиной и зрелостью идей и подходов. В этот знаменательный для вас день желаю вам крепкого здоровья и новых творческих взлетов». Ректор Казанского Приволжского федерального университета Гафуров.